В сегодняшнем видео мы расскажем о том, зачем России иммигранты из Таджикистана и Узбекистана. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему Россия не может отказаться от мигрантов с этих стран. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале, а также подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал. Ссылка на него будет в описании под этим видео. Многие женщины остались одни, и они испытывают трудности, воспитывая детей. Девочки оказываются отстраненными от образовательного процесса. Отсутствие отцов влияет на психологическое состояние детей. Увеличилось число детей-мигрантов, попадающих в детские дома и интернаты. Без мигрантов многие услуги стоят россиянам намного дороже, что не понимают левые и правые противники миграции. Даже когда государство платит дворнику, и если будет платить ставку больше, чтобы привлечь на нее россиян, то денег в бюджете станет меньше на медицину и прочее. Мигранты будут нужны всегда в любой стране, и там, где гроши, и там, где не гроши. Всегда первое поколение мигрантов, которые не просто приехали поработать, а хотят как-то ассимилироваться, адаптироваться и жить дальше. Они всегда занимают более низкие ниши, в том числе на рынке труда. Но если их дети выросли здесь, ходили в школу, они захотят получить образование, они станут частью российского населения. Но и другой национальности, которая пока мало представлена, потом будет больше представлена. Мигранты чаще всего приезжают для того, чтобы работать. Работать тяжело. Он в течение 3-6 месяцев, которые он здесь находится, живет в достаточно тяжелых условиях, и пойти ему особенно некуда. Она дешевле в плане часа работы, а в плане общей зарплаты они получают те же самые. Как вы относитесь к миграции в России? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Мне важно заработать столько денег, чтобы помочь моей дочери получить хорошее образование, создать ей такие условия, чтобы она никогда не испытывала ни в чем нужды. 25-летний Ихсон Баротов, несмотря на трудности, полон решимости отправиться на заработки в Россию. Он мечтает дать дочери лучшее образование и создать ей все необходимые для жизни условия. По приблизительным оценкам, вклад трудовых мигрантов в российский ВПП составляет от 6 до 10 миллиардов долларов. Трудовые мигранты из Таджикистана и Узбекистана очень ценны для России, даже не в плане дешевой рабочей силы, а из-за того, что это умелый и трудолюбивый народ, который умеет все. Многие эксперты уже подтвердили тот факт, что без иммигрантов России не обойтись. Если русское правление закроет границы для мигрантов, то экономика упадет через совсем короткое время. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком.